Кушай виноград и не спрашивай, с чего он сада, так гласит таджикская поговорка. Дело в том, что в Таджикистане янтарную ягоду выращивают практически в каждом дворе. А в промышленных масштабах виноградники занимают третью часть всех республиканских садов. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то кажется, что земля буквально укрыта зеленым махровым ковром. С 2 гектаров мы в среднем собираем 60 тонн винограда. Все зависит от погоды. Чем больше солнечных дней, тем и урожай выше. Ведь виноград любит солнце, а его у нас много. Одна из легенд гласит, что от матери земли и от отца солнца появился виноград, и в сутки он давал несколько урожаев. Грозди, которые поспевали к рассвету, были розовыми, как заря. Ягоды дневного урожая получались янтарными, как солнечные лучи. А черный виноград – это цвет южной ночи. Но это легенда. На самом деле виноград созревает 3 месяца. Спелость винограда мы определяем по цвету ягод и по плодоножке. Она должна быть суховатой. Срезаем грозди аккуратно, не сжимая ягоды. Сбор винограда – тяжелый труд, особенно при уборке старого виноградника, лоза которого стелится на высоких каркасах. Срезают виноград аккуратно. Кстати, вес одной грозди может достигать нескольких килограммов. С одной лозы мы собираем 250 килограммов винограда. Очень часто встречаются грозди весом более 4 килограммов. А в общем, в день мы собираем около 200 тонн винограда. Виноград – очень полезная ягода. В нем содержится много витаминов и микроэлементов. Виноградный сок повышает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие и даже омолаживает организм. Кстати, виноград еще называют зеленым молоком. Дело в том, что янтарные ягоды улучшают качество грудного молока, поэтому его рекомендуют кормящим мамам. В Таджикистане очень любят кушать фрукты со свежей выпечкой. Это и полезно, и вкусно, особенно когда виноград и горячая кульча. Срываешь красненький, зелененький и закусываешь хлебушком. Этим можно наслаждаться и насытиться. Таджикистан – один из крупнейших мировых поставщиков винограда. Кстати, у стран есть свои виноградные предпочтения. Например, в Афганистане любят белые сорта, а вот в России большей популярностью пользуется черный виноград. Транспортировка гроздьев занимает иногда 10 дней. Чтобы виноград в пути не испортился, его тщательно упаковывают. Август, сентябрь, октябрь – самые трудные месяцы. Именно в это время идет интенсивная транспортировка винограда за границу. 40 тонн ежедневно. И нам важно качество продукции, которая дойдет до потребителя. Виноградные грозди заворачивают, и таким образом ягоды сохраняют свою свежесть несколько недель. Таджикистан – один из крупнейших производителей винограда, однако виноделие здесь не получило широкого распространения. В республике действует лишь 2 завода. Среди виноградных плантаций расположился знаменитый таджикский завод по изготовлению вина. В этих емкостях десятки тонн игристого напитка. Здесь зреет виноград, а здесь дозревает вино. Виноград сначала отправляют под пресс. Получившийся сок разливают в цистерны. В емкостях он будет несколько недель бродить. Затем напиток отправят на выдержку. Цистерны должны быть алюминиевые для лучшей сохранности вина. В них находятся в основном сухие вина. 2-3 раза в неделю мы их проверяем. Таджикистан традиционно делает сладкие напитки. Во времена Советского Союза большим спросом пользовались десертные вина. Их поставляли от Прибалтики до Дальнего Востока. Во время сухого закона на заводе было уничтожено около 1 миллиона бутылок вина. Сейчас здесь расширяют ассортимент вин, создают новые купажи. Таджикистан – один из главных производителей изюма. Для этого лакомства чаще всего используют сорт кишмыш. Он мелкий и без косточек. Ягоды срывают с веточек и раскладывают сушиться на солнце или в специальных комнатах. Изюм готовим без всяких добавок. Раскладываем виноград тонким слоем на солнце. В течение 2 недель
Мы его переворачиваем, а потом убираем в тень, а то изюм будет очень сухой. Из 4 килограммов винограда получается килограмм изюма. Очень полезного изюма. Кстати, чем темнее виноград, тем он полезнее. Существует несколько видов изюма для кулинарной выпечки, для изготовления напитков, для плова и так далее. Кстати, у винограда все съедобно. И ягоды, и корень, и сок лозы, и листья. В Таджикистане, например, очень популярен плов с фаршированными виноградными листьями. Вначале все как в обычном плове. Делают зирбак – зажарку из мяса, лука и моркови. Затем начиняем молодые листья винограда мясным фаршем. Кстати, их собирают весной и маринуют. Мясо может быть разным, да? Разным. Так, дальше как заворачиваем? Ну-ка, показывайте. Ну, Ага. сначала так, Так. потом, Потом верхний к низу потом края. и края. Ну, вообще-то нет ничего Мгм. трудного. Трудного. А потом как бусы нанизываем. Да, вот так. Это чтобы они не разбежались по казану Да. потом? В республике шутят. Виноград подают на первое, на второе, на десерт и вместо лакомства. Настолько уникально это растение по содержанию полезных микроэлементов. Вот красивый зеленый виноградный браслет скоро будет еще и съедобным. Казан его. Куда? Вот можно в середину. Вот так, да? Ага. Такой плов готовится даже быстрее обычного. А виноград придает блюду два разных вкуса. Виноградные листья – легкую кислинку, а изюм – сладость. Восток – дело тонкое, даже в кулинарии.